Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Сегодняшнее наше выступление, не побоюсь этого слова, сопряжено с удивительным событием, которое можно назвать в некоторой степени сенсационным. Это просто замечательная новость. Дело в том, что в частной коллекции, я благодарю тех, кто позволил нам сегодня выступить и показать этот артефакт. В частной коллекции обнаружено письмо шейха Мансура. Причем это письмо имеет печать, оригинальную печать шейха Мансура, на которой написано «Имам Аль-Мансур». И в самом тексте этого письма указано, что писал этот документ имам Мансур. То есть имеется датировка, это 1886 год, и имеется адресат. Письмо это адресовано, написано, во-первых, оно на османском языке, это старотурецкий язык, и адресовано оно бригадиру Вишнякову. В тексте поднимается вопрос об обмене пленными или выкупе пленных, которые, соответственно, были и с той, и с другой стороны. Как известно, в 1785 году начинается деятельность шейха Мансура, и после первого же сражения, которое произошло между царскими войсками и Мансуром под Алдами, это отряд Пиери, который был разбит, там же уже были взяты пленные царские солдаты с одной стороны, с другой стороны. В сражениях, естественно, попадали в плен и сподвижники шейха Мансура. И вот об этом в своем письме поднимает вопрос шейх Мансур. Это письмо от 18 апреля 1786 года. Посмотрите, одна сторона, вот она, сам текст. На другой стороне здесь видно, что есть складки. Сложно было это письмо изначально. Здесь написан адресат. Вот эта часть текста, она приписана последующим тем, у кого хранилась бумагами, по всей видимости, поскольку бумага была редким материалом. И вот здесь приложена оригинальная печать шейха Мансура. Нам довелось работать с различными документами, в том числе с документами, с письмами шейха Мансура. Но ни разу нам не приходилось сталкиваться с оригиналом, на котором имеется оригинальная печать. Вот она, 4 угла, квадратная печать. Я в первую очередь напомним, что деятельность шейха Мансура начинается она и ранее, некоторые указывают на 1783 год, но непосредственно активная фаза военных действий, фаза активной проповеднической деятельности относится к 1785 году и завершается 1791 годом, когда шейх Мансур при известных обстоятельствах оказался в плену вследствие падения крепости Анапа, где защищался шейх Мансур вместе с турецким гарнизоном. И вот это письмо, оно указывает на период, когда вот в письме упоминаются и кумыки, и кабардинцы, помимо чеченцев. То есть это уже период, когда черкесские братья, кабардинские братья, они поддержали шейха Мансура. Как известно, в 1786 году он активность свою переносит с территории Северо-Восточного Кавказа на Центральный и Северо-Западный Кавказ. И вот этот момент отражен, по всей видимости, по этой же причине. Мы видим, что письмо написано на старотурецком языке, то есть на османском языке. Я хочу выразить огромную благодарность людям, которые приняли участие в сохранении этого артефакта, людей, которые приобрели этот артефакт для своего частного архива. И я поздравляю, это просто замечательный артефакт и очередная шикарная единица в национальной коллекции рукописей чеченского народа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.